друзья! Мы рады видеть вас на нашем традиционном городском фестивале, посвященном Ее Величеству песне. «Лейся, песня». Так мы назвали сегодняшний праздник и пригласили сюда всех любителей этого нестареющего и любимого нами жанра. Сегодня яркими мелодиями и задушевными мотивами прольются множество песен, знакомых и неизвестных, веселых и грустных, сольных и хоровых. А для открытия нашего фестиваля мы приглашаем на сцену председателя Славянского городского культурного центра Наталью Сергеевну Романову. Доброе утро, город Шымкент. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня на самом деле настоящее доброе утро в преддверии замечательного праздника лучшего города Шымкент. Город Шымкент будет праздновать 15-й свой день, и мы начинаем. Мы начинаем свою фестивальную праздничную программу, посвященную нашему любимому городу. Дорогие друзья, мне хотелось бы сказать, что сегодня неожиданно для всех будут на сцене блистать наши самородки, молодежь. Конечно же, мне очень приятно сегодня видеть на сцене старейший хор ветеранов. Это наши звездочки, это наше все, наше имя, наше кредо, наш город Шымкент. Давайте дружно поздравим этих серьезных людей, которые нам, в общем, дарят доброе утро. Я хочу поблагодарить бывшего руководителя Ольгу Васильевну Салангину, барыня, и Татьяна Викторовна, и сейчас нынешний руководитель Татьяна Викторовна. Мы несколько лет назад научились проводить 30-летие этому коллективу, но сегодня, как необычно, мне хочется сказать, что вы жили очень долго. Желаю вам всем здоровья, мира и добра, и чтобы вы всегда, вот точно как сегодняшним настроением, радовали нас всех шымкентцев. Доброго вам всем пути и доброго здоровья. Спасибо. А я хочу сказать, что сегодня наш фестиваль, мы готовились к нему и очень тщательно, будет разделен на 3 части, и ведущая Ольга и Шукрат помогут нам в этом. 3 части. Буквально несколько лет тому назад мы с вами начинали фестиваль «Русская песня», а сегодня уже «Лейся, песня», потому что на нашем фестивале будут принимать участие практически все национальности, наши люди, проживающие в нашем городе, и, конечно, песни на всяких разных языках, которые нам по душе и которые, будем говорить, владеет человек. Поэтому я хочу сказать, что сегодня «Лейся, песня» будет традиционной, как и ранее, предыдущие наши программы. Хочу сказать, что несколько дней тому назад в городе прошел замечательный письменно-читательный фестиваль, посвященный Пушкину. И мы отобрали там несколько номеров, которые действительно нам показались очень яркими и необычными. Это звездочки, которые нам будут блестеть и блистать в течение многих лет. Это молодежь, которая принимала участие в этом фестивале. Мы несколько дней тому назад принимали участие и были участниками замечательного события у профессионалов наших коллег Скибин Алексей и Рыскалиева Жан. Они приглашали нас на свой вечер, профессиональный вечер. А сегодня народный, самобытный и необычный вечер. Я желаю всем хорошего просмотра, я желаю всем успехов, я желаю нам мира. И сегодня в нашем зале сидят не только наши шымкентцы, но и мои коллеги. Сегодня в зале присутствуют руководители Дома дружбы и мои коллеги, методисты, эксперты, интернеты. И поэтому я очень рада, что вы сегодня со мной, ассамблея. Всем желаю хорошего просмотра, с праздником, с фестивалем «Лейся, песня». Большое спасибо за такие теплые слова. Ваши аплодисменты. Если в песне народной родословная своя, в ней напев звучит природный, славит милые края. Льется речкой полноводной. Как нам песню не любить? Есть у песни у нас
международные свойства в миг людей роднить. Кто-то из великих сказал, что песня – это душа народа. Рожденные и спетые однажды, они продолжают жить многие годы и даже столетия. Да, Шукрат, есть такие песни, которые создаются композиторами, но становятся народными, потому что пользуются большой популярностью и огромной любовью. Встречайте первый блок «Народная песня». Не могу открыться
Воля сама, милый мой хороший, догадайся сам, милый мой хороший, догадайся сам.
ансамбль хора «Светоч». Встречаем! Романс и песня. Мы все знаем, чем они похожи. Но в чем же их различие, ответит не каждый. Думаю, главное различие в том, что песня бывает и авторской, и народной, а романс только авторским. А еще песни могут иметь незамысловатый текст. А вот романс – это всегда сложное, поэтическое произведение. Ну, встречайте, романс!
Когда звучит напев старинный, он будто призывает нас уйти за ним дорогой длинной, туда, где встретит нас романс. Он истомит и очарует, заставит верить и любить. Романс поет, душа ликует, и сердце снова хочет жить. Кстати, Ольга, есть много замечательных песен, как эстрадных, так и из кинофильмов, которые напоминают мне именно о романсе. Ты прав, Шукрат. Совсем скоро мы услышим одну из таких песен, а я с радостью хочу объявить наш следующий песенный блок. Думаю, нашим зрителям будут знакомы его мотивы. Ваши аплодисменты. Не отвлекается любовь, ведь жизнь кончается внезапно. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отвлекается любовь, а не придешь, когда земной, когда в окно ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Да, ты придешь, когда темно, и как захочешь теплоты, не
любя. Что за хрупко стоит, о чем задумалась ты века, судя веселый мотив, зовет нас называть. Среди песен не ждем, а вокруг все дождла. Если сердце поет, не нужны слова. О весне, чему не знать, что пришла она, ее забвение волне, в моем дыхании. Среди песни не ждем, она вокруг все зажгла. Если сердце поет, тут не нужны слова. Тебя зовут, слышишь песни танцуешь со мной, душа тобою полна, пусть свое сердце поет, я подскажу слова. Пусть свое сердце поет, я подскажу слова. Пусть свое сердце поет всегда. Твой ладони озявший печальный суя. Моя утром и ночью глаза на песке рисую. Рисую глаза, что похожи на давнюю тихую осень. А волны глаза твои синее море уносят, и не привозят глаза.
протяжной горечью глубокую покоя. Рисую тебя в сотый раз на весне под луною. А море грабет тебя снова коварной волною. Уносит и не приносит горе. Верни глаза его, верни
Примути среди огня.
дорогие друзья, мы действительно убедились, что песня в Шымкенте живет и звучит. Да еще как звучит в исполнении таких прекрасных солистов. Думаю, пора и зрителям внести свою лепту в наш праздник. Мы подготовили, дорогие зрители, для вас сюрприз. Небольшую викторину и, конечно же, призы. Ольга будет зачитывать вам первые строчки песен, а вы должны отгадать ее название и спеть хотя бы куплет или припев. Это совсем не сложно. Итак, вы готовы? Что-то не слышно, вы готовы? Молодцы! Итак, Давайте поднимайте руки сразу. мне нравится, что вы больны. Кто? Нравится, что вы больны мной. Дальше. Нравится, что я больна не вами. Какая молодец. Замечательно! Сейчас подарочек. Шукрат, приз нашей исполнительницы. Браво, браво! Ну, а мы продолжаем. Мохнатый. Да. А группу поднимаем? Кто может подольше спеть эту песню? Мохнатый шлем на душистый хлеб, цапля серая мыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Замечательно! Замечательное исполнение, спасибо. И вы заслужили приз. Так, следующее. Ой, Кто споет? кто? Пойдем. Послушаем вас. Все нормально. Можете подпевать, зрители. Замечательно! Браво, браво! И последняя композиция. Темная ночь, верно. Ну а кто споет нам эту песню? Пойдемте наверх. А мы еще не были. Давайте. Ну, эту песню точно все знают. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Замечательно! Ну а те, кто подпевал, давайте друг другу похлопаем за то, что вы такие молодцы и знаете все песни. Не только отгадали, но и спели на ура. Замечательно! Ну что, друзья, сейчас прозвучит долгожданный романс. Вы готовы? Тогда встречаем. Пускай лечу любовью красоты, в заветном золоте храните
наслаждаемся хоровым пением. Казачий хор исполнит попурри на русские народные песни. Встречаем! что, дорогие друзья, вот подходит к концу, к своему завершению наш замечательный праздник.
Сегодня с нами были творческие коллективы и солисты города Шымкент. Самые лучшие у нас в городе. Сегодня в их чудесном исполнении мы окунулись с вами в прекрасный мир музыки и песни. А сейчас настал момент сказать слова благодарности всем участникам нашего фестиваля и его организаторам. Я приглашаю на сцену председателя Славянского городского культурного центра Наталью Сергеевну Романову. Ну что ж, дорогие друзья, вот и Леся песня. Сегодня на сцене самый лучший образцовый, я считаю, образцовый хор Светоч Славянского культурного объединения города Шымкент. Давайте еще раз поаплодируем. Молодцы! Давайте посмотрим на нашего руководителя Галину Юсметову. Сюда. Аплодисменты! Браво! Браво! Действительно браво! Сегодня мы гордимся вами, уважаемые коллеги, я считаю вас коллегами, потому что очень часто с вами бываю на сцене, на ваших праздниках. Я люблю и обожаю те песни, которые вы поете, я очень подружилась с вами, большие умницы. Ну что ж, дорогие друзья, я хотела бы еще раз напомнить о том, что мы, наверное, случайно не объявляли и не будем объявлять фамилии тех людей, которые принимали участие в этом конкурсе, потому что они только-только начинают наступать на эти, будем говорить, такие острые грабли, которые действительно дают возможность нам всем поучиться и, наверное, постараться. Сегодня на сцене принимали участие в нашем конкурсе и художники, и библиотекари, и просто педагоги, и просто мама с дочкой. Я очень признательна тем людям, которые очень смело сегодня поступили и поднялись на эту великую большую сцену с нашего замечательного русского драматического театра. Сегодня я хотела бы вам всем выразить благодарность. Те, кто сегодня пришел с утра порадовать наш город, те, кто сегодня поддержал нас, и все, кто сегодня работал на этой сцене. Поверьте мне, что это не так уж просто. Не так уж просто работать оператором на студии, не так уж просто работать сегодня нашим ведущим Ольге Шухрату, и не так уж просто подняться рано утром, заставить себя примарафетить, накрасить губки и прийти с хорошим настроением, чтобы встретиться с вами. Сейчас мы хотим поблагодарить и вручить грамоты всем, кто сегодня принимал участие в этом замечательном празднике. Я думаю, что это будет традиционно. Леся песня будет всегда и повсюду. У нас город танцевальный и еще песенный. С праздником наш город Шымкент. Славянский городской культурный центр награждается казачий хор «Светоч» за участие в городском фестивале «Лейся песня». Желаю вам творческих успехов и неиссякаемого вдохновения. Хор «Светоч»! Поздравляем вас! А также награждается хор ветеранов города Шымкент. Ваши аплодисменты! Поздравляем вас! Награждается Зульфия Богданова. Сейчас, минуточку, нашему хору ветеранов сегодня исполняется 47 лет. Давайте громко поаплодируем. Зульфия Богданова. Похлопаем. Спасибо вам за шикарное исполнение. Светлана Винокурова. Наша прекрасная, замечательная. Спасибо вам. Поздравляем. Светлана и Татьяна Кировна, это мои коллеги, я вместе с ними работала и очень горжусь вами. Мне очень приятно видеть вот на этой красивой большой сцене такими как вас, блестящими, умелыми и большие умницы. Спасибо большое. Люблю вас. Благодарственным письмом награждается ансамбль русских народных инструментов под руководством Александра Коронкова.
Александр Михайлович, я к нему видел. Наташа, ты мне же не дари грамоту. Но я все равно хочу подарить. Я очень люблю и обожаю этого человека. Он на самом деле лучший из лучших. И талантливый, и на язык растет. Он сегодня мне сейчас посвятит оду, это точно на самом деле. Но сегодня они дальше пошли на выступление. Вот эта грамота для коллектива Александра Михайловича. Награждается Гузаль Сапамедова. Давайте хочу отметить, что сегодня Русский драматический театр в ударе. И ведущие, и певцы, и солисты, все будем практически говорить, выходцы из театра. Это артистка театра нашего русского. И первый раз сегодня дебютирует на сцене как певица. Спасибо. Еще одна актриса театра Изабелла Рахимова. Поздравляю! Награждается Маргарита Ким. Да, они ушли, к сожалению. Вместе с Сан Санычем. С Сан Санычем они уехали дальше. Сегодня концертные программы идут по городу. Так, награждается Максат Айдусенов. Ну, знаете, мне неожиданно было увидеть этого молодого человека. Давайте посмотрим еще раз, запомним его. Он замечательный художник, дизайнер. И я необычно для меня было и несказанно рада была за то, что он сегодня на нашей сцене. Я думаю, что это не первый, не последний раз это сегодня дебют как певца, а в дальнейшем, я думаю, что девушка очень постарается работать. И большое спасибо вам, поздравляю. Награждается Эльдана Каримова. Эльдана Каримова была студенткой, она у меня была на практике. Вот так вот видите, складывать, что практически все рядом проходят через меня и ко мне. Яночка, большая умница. Я никогда не слышала никаких слов, когда она была у меня на практике. И когда она запела на сцене, для меня это просто новость. Ты большая умница. Давайте 3 раза ура. Потому что сегодня сзади ее родственники. Ну давайте, когда эти девочки... 4! А? Ура! Ура! Она недавно закончила вуз и пришла на практику ко мне. Вообще я не ожидала от тебя такого вот скачка на этой сцене. Ты большая-большая умница. Она на красный диплом закончила вуз. Поздравляю. А сейчас она будет в театре. Поздравляю тебя. Награждается Айжан Суйкембаева. Давайте, мама, песня, какая трогательная. Девочка, первый раз сегодня на сцене. Я думаю, что будет не последний, будут работать с ней вокалисты. И будет все. Вот, давайте поаплодируем еще громко. И мама сегодня пришла. Я вчера спросила, мама, вы будет в зале? Конечно, будет. Сегодня для вас, мама, вы большая умница. Сегодня посвящена песня лично для вас. Вот, видите, сколько восторга. Поздравляю тебя. Награждается Людмила Наумова. Ну, это особенный человек, красивая, необычная, фигуристая, такая принципиальная, нарядная, и очень красивая песни поет. А самое главное, что она очень добрый человек. Мало того, что красавица, но и добрая, и умная. Спасибо. Награждается Гульжан Юнусметова. Ну, давайте здесь громкие аплодисменты. Руководитель коллектива «Свет», но о море, голос пошел. Голос пошел, и мурашки пошли. Галечка, вы большая умница. Поздравляю вас. Теперь весь город будет 3 раза ура. Награждается Кермбек Мейрем. Похлопаем. Ну где мама? Давайте маму пригласим. Давайте поаплодируем наш долгожданный мама. Я особенно хочу сказать спасибо, если сегодня сидят педагоги и руководители школы номер 30, это воспитанники и мама этой девочки, которые были участниками пушкинских чтений. И вот тогда мы увидели этот романс, и я
Действительно, очень была рада с вами познакомиться. И сегодня говорю вам огромное спасибо. Будьте всегда и долго. Я думаю, что вокалисты тоже обратят на вас внимание. И чуть-чуть попозже, наверное, еще раз мы увидим на нашей сцене вас. Поздравляю вас. Спасибо. Благодарственным письмом награждается Лариса Борисовна Шестакова. Лариса Борисовна Шестакова – это завуч этой школы 30-й, поэтому я еще раз громко говорю о 30-й школе, которая очень много в течение этого года работала со славянским объединением. Я очень рада тому, что и руководитель, директор школы, и весь коллектив действительно занят добрым, хорошим делом. Хороших детей не воспитывают в этой замечательной школе. Поздравляю вас! Хочу сказать огромное спасибо присутствию всего зала и, конечно же, всех сегодня артистов, которые принимали участие в этом празднике. Большое спасибо администрации этого замечательного театра Игорю Владимировичу Вербицкому и всему коллективу, который сегодня очень-очень помогал провести этот праздник. Спасибо, Игорь Владимирович, за то, что мы с вами сотрудничаем, за то, что мы с вами вершим, за то, что мы с вами творим. Спасибо. Он сегодня у нас в отъезде. У него замечательный проект в Алмате. Его пригласили на съемку фильма, поэтому давайте громкими аплодисментами. Ну и, в общем, вместе с Игорем Владимировичем я посмотрела сегодня утром, прошла по всему холлу. Игорь Владимирович очень щедрый человек, и все грамоты повесил в холле, чтобы действительно люди читали. Я вообще-то не подумала про это. Надо вот так, чтобы читали и знали, кто кого благодарит. И коллектив Русского драматического театра города Шымкента. Мы все вместе благодарим за то, что мы с вами сотрудничаем. Спасибо большое. Сегодня с нами и эти грамоты, и в оформлении принимает участие всегда и во всем общественное объединение и спонсор всех программ коллектив «Спектр». Это семья Бысовых, поэтому я тоже благодарю. Сегодня они находятся в зале. Большое спасибо за помощь, за поддержку, за те приглашения, за те грамоты, за тот баннер, который вы нам дарите. Большое спасибо. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, все вместе с нашим замечательным хором «Светоч». Значит, наши солисты сегодня тоже поддержат наш хор и хор ветеранов. Мы прощаемся с вами этой замечательной песней. Говорим вам мира и добра, говорим вам доброго здоровья. Пусть наш город процветает. Любите наш город. Он нам ответит тем же. Мы вас любим. Мы прощаемся, уходим на каникулы. И только в сентябре месяце мы с вами со всеми встретимся еще раз на уже есенинских праздниках, на старой пластинке, ну и дальше по плану. Спасибо вам всем, кто принимал участие в работе славянского культурного объединения города Шымкент. Всегда ласкают
Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Ждем вас через год на том же месте, в тот же час. Спасибо. Мира вам, друзья, и здоровья. С праздником! До скорых встреч!